Сначала посмотрим, что там в инструкции данному квадрокоптеру говорится. Согласно техническим характеристикам, диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов. Все бы ничего, только в нашей стране Россия в течение года таких температур значительно мало. Позавчера передали, даже в Крыму минус 15 стукнуло, и водопады стали замерзать. Поэтому неудивительно, что у нас зимой снимает хвост и в гриву. Что же показал наш опыт работы с квадрокоптером зимой? Как он снимает? Проверим. Квадрокоптер зимой работает вообще или не работает? Блин, не посмотрел, сколько градусов, но пальцы уже мерзнуть начинают. Ну, не знаю. Приеду, посмотрю. Запущу. Выеду на луг, где побольше места. Да, сначала пробить, а потом квадрокоптер поднять и до кучи посмотреть, как лес выглядит наш классно, зимний. Полюбоваться красотами зимнего леса. Обязательно запустим. Ну что, легкий снежок падает, надеюсь, квадрокоптер не обломается. Как только пообещал квадрокоптеру в небо поднять, сразу снег пошел. Вот редиска. Мог бы и попозже на часок. Аккумулятор к дрону за пазухой таскал. Но ты где? На холоде эти все батарейки разряжаются первый сорт. Глазом не успеешь моргнуть. Смартфон тоже около груди, около сердца, можно сказать. Этот разряжается вообще первый сорт. Высший сорт. Включайся. Да, мелкий снежок, но сыпет. Так, чтобы не потерялся, ищем спутники. Ждем, пока найдет спутники. Калибровка. Ну, давай, находи-ка. Ух ты, 12 спутников. 12 это пойдет. Так, ну что, полетели. Все-таки интересно, сколько градусов на улице. По-моему, 5 минут даже не полетал. Аккумулятор сдох, он пищит. О, хана, выключился. Ну, нам хватит. Полетал и ладно. Аккумулятор смартфона оказался крепче, чем аккумулятор дрона. Все, посмотрели, что смогли, что успели. Приехал домой. Согласно термометра, на улице минус 8,7 градуса. О, уже минус 8,8. То-то квадрокоптеру его аккумулятора хватило на 2 минуты. Как-то увидел в интернете, что один любитель квадрокоптера в Якутии снимает, как он утверждает, минус 40 градусов. Ну, я подумал, что я рыжий, что ли, думаю, дай попробую снять в минус 30. Хе-хе. В лесу деревья потрескивают, на 7 утра 32 градуса минус. Нормально. Ух, не очень холодно. Так, ладно. Что, замерз, что ли, съемку не включает?
Ну, смартфоном включил. Поехали. Нет, сигнал не появился. А тебя не видно? Там все огоньки горят. Ну, спереди горят. Не подчиняется взлету. А что хочет? Не знаю. Тут все окей. Зеленый фон, и все тут нормально. Сигнал на заводку не проходит. Что тут заморозилось? Слушай, на морозе батарейки пульта сели. Вот блин. Пульт из строя вышел. Ну, что тогда сворачивай? Сворачиваешь, что ж. Да. Судя по тому, что в минус 30 у меня абсолютно все отказало в этом квадрокоптере, я снова зашел к нему на сайт и спросил, он точно минус 40 снимал? Он меня заверил точно. Он просто там все дырки заклеил, супер утеплил. Ну, как человеку, для которого минус 40 это оттепель, поверил. Но у меня осталось убеждение, что у него явно другая марка квадрокоптера. Такой дрон, как у меня, в жизни не поверишь, что полетит в минус 40. Учитывая, что мы полжизни живем зимой, конечно, и не подумал отказаться от съемок в зимний период, но при этом обязательно учитывал полученный опыт съемок в минус 8 и минус 30. То есть не снимал больше 8 минут, чтобы квадрокоптер не свалился от разрядки аккумулятора неизвестно где, и не снимал при морозе ниже 20, чтобы не испортить данный квадрокоптер. И в принципе оказался прав, так как дрон послужил худо-бедно 2 года без особых замечаний. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Все бы ничего, только с дроном я распрощался именно зимой. Ой, я сигнал назад дала, где он и заглохло. Его не слышно. Мне кажется, он упал. Ну что, Лариса Батьковна, у нас день рыбалки превратился В день печальки. в день поиска квадрокоптера. 1,5 часа искали, блин, в лес, сволочь, свалился гад. Мороз-то так не такой сильный. Так полетал-то 1,5 минуты, наверное. Взлетел, да вон так круг сделал. Один круг сделал и пропал. И все, и пропал резко. У него аккумулятор резко сел, там он полностью заряженный был, потом вас, и все, нету. Не знаю уж, где искать. Мы с тобой сейчас все вот тут. Искали. Еще бы дальше прошли, там бы и поселок бы дошли. Один плюс, я согрелась. Конечно, жалко, все равно. Ну, ясно дело. Китайское барахло, но жалко. Денег-то до хрена берут, блин. А барахло какое-то продают.
Снег около 30 сантиметров, он снег кирдык и все, хана. А тут сучки, коряги не нашли. Расстроились и пошли домой. Да, скоро темнеть начнет, а вон все время световое потеряли и квадрокоптер искать. Говно это китайское. А говорят, у них морозы там бывают. Хрен там морозы. Они на запад работают. У них такие морозы, как у нас в сентябре, наверное, бывает. Может быть. Тут надо уточниться. Дело не в самом квадрокоптере, который достаточно приличный, а в его аккумуляторе. Заявленные 22 минуты полета сильно приукрашены. У меня летом, это в первые полгода, хватало максимально на 16 минут. Для данного дрона неприлично много времени уходило на поиск спутников. Эти потерянные минуты достаточно сильно сокращали время съемок. Заколебало. Когда пробовал отказаться от спутников, то есть практически сразу взлетел без их поиска. И когда взлетел выше 3 метров, то есть он оптически потерял землю. Его стало мотать туда-сюда, то есть взлет дрона без спутников очень даже сильно затрудняет и съемку, и их управление. Делает и это управление практически невозможным. Очень большим минусом явилось то, что разрядка аккумулятора происходит лавинообразно, очень быстро. Он летом еле-еле успевал возвратиться на место взлета и сразу выключался насмерть, полностью. Он не подчиняется. Блин, садится, сволочь. А через год этих аккумуляторов стало хватать только на 5 минут. Учитывая все это, в июне 2022 года купил новый аккумулятор. И, так сказать, новый аккумулятор в ноябре, то бишь через 5 месяцев после покупки, разрядился через 1 минуту 20 секунд. И дрон упал у меня куда-то в снежный лес. В принципе, согласен, данный квадрокоптер приличный. Недаром его не только любительским называют, но и полупрофессиональным. Но если я вздумаю покупать следующий квадрокоптер для съемок, данный ни в жизни куплю. Уж больно он слаб на ветер и аккумуляторы какие-то хреноватые. И как завершение всей этой истории с дроном, квадрокоптер сняли с учета в госуслугах.